Перед Отечественной войной народ Абхазии в столице числилось 48 троллейбусов, обслуживали 4 маршрута: Новый район Рынок, железнодорожный поселок Рынок, 12-я школа район Маяка, Тхубун, Новый район Турбаза. Во время войны парку был нанесен значительный ущерб. После войны удалось собрать лишь несколько единиц транспорта, все остальные были повреждены снарядами. Все линии по городу практически лежали на асфальте. Мы, находясь на линии фронта, пострадали немало. Здесь, когда падали снаряды, и наше здание, административное, и депо немало пострадало, и троллейбусы, которые после войны даже восстановлению не подлежало, были такие даже троллейбусы. Но все-таки силами наших работников, силами наших всех, мы смогли организовать выход троллейбусов в город. И за 50 лет очень много воды утекло. И поэтому разрешите поздравить вас и весь коллектив с 50-летием Сухумского троллейбусного ныне управления. Троллейбусы вновь вышли на городские улицы в апреле 1994 года. С тех пор движение не прерывалось. Первая восстановленная линия была Новый район Рынок, затем до Киласура и Маяка. После войны трудно было, конечно. Все было оборвано, опоры валялись. Это во главе нашего руководства тихо-тихо восстановили. Когда троллейбус пошел, и действительно люди были очень рады этому. В 1972 году и по сей день работаю на этой же машине. Обслуживаем троллейбусную линию по городу Сухум. Приходится выезжать днем, ночью. Звонят, приезжаем ночью. Мы круглосуточно не дежурим, но приходится приезжать, выехать на линию, восстанавливать. Дождь, снег, мороз, для нас ничего не существует. Мы работаем всегда. Троллейбусный парк – дотационное предприятие. В 2010 году парк был обновлен. 25 единиц подвижного состава было приобретено в городе Энгельс Саратовской области. С марта 2012 года 9-километровый участок второго троллейбусного маршрута, это линия от Рынка до 12-й школы, не функционировала до августа 2017 года. Был произведен капитальный ремонт всей линии. Троллейбусы в этом направлении теперь ходят исправно. Являясь экологически чистым и наиболее дешевым видом транспорта, троллейбус по праву пользуется большой популярностью среди жителей и гостей нашей столицы. Особенно актуальным является деятельность троллейбусного управления в сложных социально-экономических условиях для наиболее социально незащищенных групп населения. Именно поэтому руководство города старается удерживать беспрецедентно низкий тариф на существующем уровне, максимально поддерживать жизнедеятельность вашего предприятия и уже второй год изыскивает возможность увеличивать субсидирование на обеспечение вашей деятельности. Хотя, безусловно, и этого недостаточно. Как вы знаете, в истекшем году при помощи руководства страны была восстановлена троллейбусная линия Маяк-Тхубун. Несмотря на беспрецедентно низкий тариф, аналогов которому нет ни в одной из стран постсоветского пространства, дефицит запчастей, материалов, комплектующих, низкую заработную плату, сложные дорожные условия, благодаря вашему сложному самоотверженному труду ежедневно на маршруты нашей столицы выходит до 10 троллейбусов, которые обслуживают жителей и гостей нашего города. Сегодня стоимость проезда на троллейбусе 5 рублей. Это самый дешевый вид городского транспорта. Да еще и комфортный и экологичный. Вот почему и пассажиров хватает. Очень полезный, нужный вид транспорта. Я пользуюсь при любой возможности, можно сказать. Меня это устраивает. И спасибо, очень водители, я скажу, доброжелательные. Никогда грубо не ответят. Спасибо им. И вообще троллейбусному парку. Для того, чтобы подготовить одного водителя, как минимум необходимо 6 месяцев. Это обучение механической и электрической частям, техники безопасности. 287 часов стажировки необходимо, чтобы кандидат на вождение троллейбусом поездил вместе с наставником, ознакомиться с маршрутом. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.